Распаковка от любимого Василька. Снова пришла мне посылка, я заказывала. На сей раз заказ у нас в основном для моих мальчиков и для моего внука должен быть. Ну, еще кое-что. Сейчас посмотрим. Я сегодня сидя, только что приехала с похорон. У нас жара невыносимая, голова болит. Поэтому сидя. Так, запаковывают красиво. Посылки приходят вовремя, друзья. 3-4 дня и посылку мы уже получили. Все аккуратно, все красиво запаковано. Сейчас я найду накладной и по накладной тоже. Так, полотенце. Вот такое вот большое полотенце я заказала. 155 на 220. Нет, все-таки придется встать. Распакую и покажу вам. Это полотенце стоит 1118 рублей. Смотрите, какой. Это даже как простыня, но это моя дочка захотела, чтобы прямо заворачиваться в него. Ибрагим вообще удивленно смотрит. Вот такой вот. Это точно полотенце, Да, а не одеяло? Ну, полотенце, простыня, можно сказать. Но полотенце. Это она так захотела. Мам, большое, закажи мне полотенце. Вот. Вот такое огромное полотенце. Мягкое такое. Хорошее, качественное. Для лошади? Успокойся. Так, еще одно полотенце зеленое. 70 на 140. Мне вообще нравится полотенце от Василька. Вы знаете, что я покупала. Видите? У меня вот такое же голубое и розовое в тот раз я брала. Вот. Скажете, зачем? Скажу. Я меняю потихонечку все свои полотенца, все свои постельные принадлежности, потому что в течение этих 5-6 лет практически ничего не покупала. А теперь вот такие вот для себя заказываю и меняю все у себя дома. Так, ну для дома, по-моему, у меня... Нет, наволочки я еще... Не наволочки, а заказывала эти наперники. Мне понравились. Я меняю тоже наперники. Знаете, у меня внутри один наперник, а этот я одеваю сверху. И потом бывает легко. Вот. Внутренний наперник не пачкается уже как бы вот. Вот такие два наперника. Мне понравились. В тот раз я тоже покупала 3 наперника. И как раз мне нужно было еще 2 для подушек. Вот такие вот наперники, друзья. Качественно, хорошо. Все прошито, все мне нравится. Я пользуюсь, мне нравится. Только те были в розовом цвете, а эти вот такого цвета. Так, теперь носки детские для девочек. Это я заказала Аишке. Вот такие вот носочки. Как раз Аишка завтра приедет и будет бабушке что ей подарить. Вот если бы она была сейчас здесь, то стояла бы в очереди, смотрела, что я привезла, что я тут заказала, потому что ей всегда кажется, что все нужно для нее. Вот такие вот интересные носочки разных цветов, качественные, невысокие, эластичные, очень красивые. Так, 6 пар здесь. И стоят эти носочки. Так, это я цены не сказала. Значит, сейчас скажу цены, друзья. Полотенце зеленое, которое махровое, вот оно стоит 317 рублей. Вот такое вот полотенце стоит 317 рублей. Это я сказала 1118 большое. И наперники стоят по 133 рубля, друзья. 70 на 70. Вот так вот. Так, носочки сейчас скажем, сколько стоят носочки. 25 рублей. 6 пар на 150 рублей, друзья, носочки. Вот так. Вот теперь пошли уже для моих мальчиков футболки. Так.
Нет, это сорочка. Ладно, вынула, покажу. Это сорочка Танзили заказывала, старшей дочери. Просила меня сорочку ей. Вот такая вот сорочка. Мягкая такая. Очень красивый, очень качественный трикотаж. Друзья, на ощупь же всегда чувствуется качество или нет. Очень качественная. Значит, сорочка. Сегодня для Танзила, в принципе, основном все. Так, сейчас скажу вам, сколько стоит сорочка. 433 рубля, друзья. Вот такая вот сорочка. Уже несколько раз Танзила спрашивала, пришли вам посылка, пришла наша. Так, значит, футболки. Эти футболки на моих троих, получается, на двух сыновей и на внука одного. Одинаковые 3 футболки. Самый старший и самый младший, 2 сына у меня одного размера. А средний крупнее, конечно. Он, в принципе, не очень-то любит футболки, поэтому мы пока ему не заказали. Вот такая вот футболка. Так, стоит она... Это же лев, да. Вот, футболка лев. 499 рублей. Одна вот такая. Это то же самое. Ну? Эти то же самое. Эти тоже самое. А, да, тоже лев. Вот. Они все одинаковые. Вот эти вот в зеленом цвете. Тоже мягкая, очень качественно прошитая. Все вот. Оверлок, все качественно очень. И очень качественный трикотаж. И мы футболки, те, которые раньше заказывали, стирали, они ничего не теряют. Ни в цвете, не растягиваются, не уменьшаются. Нормально. Просто если я стираю как положено, в смысле, как там написано, какая температура, ничего не меняется. Нам нравится, по крайней мере. Так что, друзья, заказывайте, не прогадаете. И в принципе, недорого. Так. Ну, 500 рублей даже нет. 450 рублей получается футболка. Разве это дорого? Вот такая. То же самое в черном цвете. Тоже качество хорошее. 6 футболок мы заказывали. Это у меня вот такой заказ на 4988 рублей. Вот так вот, друзья. Ссылку на магазин Инстаграма, на магазин Василька, на его Инстаграм я оставлю в описании и закреплю в комментарии. Заказывайте, друзья, действительно вещи качественные. Мне нравится. Ну, как-то так. Эйшка, а мама из подарка зайцев? Эйшка, Василек излетай. Мой золотой человек. Is Abel goed oud? Hoe die nou? De oud? Is hij gewoon niet verkeerd? Is мама и тетя Зиля, а с ним окей. Хорошо? Это мне привезла племянника жена. Я Илюшке их оставила от прихода ее. Швед. Давай что-то подарили, да? Мухаммед, ты еще маленький. Ты еще маленький. Маленький. Ему жарко. Ой, в эту жару сейчас с детьми еще ехать нам, да? Угу. Красивый? Ух ты, а ну что камазёку. Какой подарочек. Сядь, вот. Сядь, вот. Котя. А зачем что камазёк? А я возьму эти подключи к Шарик тоже с праздником написано. Вот так, с праздником. А вот тебе. Вот тебе, да, секрет. Добрый? Хорошо. А скетч, да, вот давай. Аишка все-таки решила поесть. А Мухаммед недоволен. Танзила вряд ли приедет. Говорит, что после вчерашнего... У нас сегодня второй день, друзья, чтобы объяснить вам. Второй день Курбан-Байрама.
А после вчерашнего что-то этой неделе плохо, не знаю, вроде бы нам, никому не плохо, но она говорит, что-то ей очень плохо, что с желудком проблемы. Ой, что там Мухаммед так воду пьет? Аишка убежала. Ой, какая духота у нас, это что-то, друзья. Ну ладно. Да, Танзиле я подарила большое это полотенце, отдала, 2 футболки сыночку и Танзиле ночную рубашечку. Мы просто вчера не успели снять, ей очень понравилось, была такая довольная. Особенно мама говорит, я не представляла, что это огромное такое, как простыня, как полотенце. Так что, друзья, вот так вот заказывайте от Василька хорошие вещи. Ручка, скажи привет. Что? Папик, ну чехши. Пальки должны. Bizim böyle soğuklar. Вообще, что на это вот высоте марки есть. Семья блогеров, да? Семья блогеров снимает, короче. Друзья, приехали в парк. Куда мы приехали? Парк имени Марсагова. Ага. И что мы тут будем делать? Короче, сегодня на людей посмотрим. собираются для детей тут же все собрались? Нет, это вообще в честь праздника. В честь праздника Курбан-Байрам, короче говоря. Сейчас посмотрим, что тут будет происходить. И в кафе где-то что-то тоже для ребятишек сегодня устраивает какой-то праздник. Ну, посмотрим, что тут устраивает. Хадабышик, Ибрашка, яха. Аишка, давай. Хадай, маме, ручку давай, пойдем. Аишка, пойдем гулять? Пойдем. Хейли, давай ручку маме, бабушке. Маме, бабушке. Правда, сегодня день не такой, чтобы гулять. Солнышко жуткое. Вообще-то надо было Аишке косыночку или кепочку какую-то, Мадина. Так, для детей накрыты столы, как я вижу. Дети кушают, угощаются, купаются в бассейне. Так, остальные. Зовут, вот, женщина, кушать зовут, остальные кушать. Ну, да, шесть. Мороженое, кушать. Так, все, воды. Оставь, я вас пишу, а ты первый. А что я, Марьяна? Я буду. Можно? Я не хочу, что мы не здесь съели. Такие вот угощают детей, взрослых детей.
Квасом холодным угощают. Ну что, Хай? Какие вот угощения здесь? Организаторы. Данное мероприятие организовано сообществом, коллективом различных организаций. Это мечеть имени Дени Шейха Арсанова, учебный центр «Аксель». И также есть у нас инициативная молодежь с Московской улицы города Назрань. И плюс совет молодежи города Назрань. И нам оказала содействие администрация города Назрань. Вот мы все собрались и организовали этот праздник для наших детей, для подростков, для взрослых. Короче, чтобы всем было весело и приятно, одним словом. Большое вам спасибо. Да, область очень действительно весело, приятно. И всем всего хватает. И подвозится все, друзья. И, по-моему, это у нас же первый раз делается. Нет? В таком масштабе первый раз. Первый раз. Ну, приблизительно наполовину у нас было позапрошлом году, перед карантином. Ну в прошлом году карантин был, да. Да, позапрошлом у нас мероприятие было. Проходило оно вот в другом месте. Ну, мы чуть решили расширить и со временем, думаю, уже выйдем на республиканский уровень. Спасибо более масштабный. Спасибо вам большое. Да, так, на камеру не уходите. Дочка, хози. Плов хози. Вот так вот берется мороженое. Кто хочет, берет, какое хочет. Так, это тоже раздается все бесплатно для всех. И торты, и пирожные, и вода. Все вот так вот раздается. Ну, действительно, вот такого масштаба я не видела ничего, чтобы делалось у нас в республике. Мам, чамби? Вкусный плов? Плов вкусный. Действительно вкусный. Они мясо на костре варили. Аишка, мороженое вкусное? Вода. Харва вкусный. Чьё-то? Все, уезжает. Хожу на нас, Фио. Хожу, да, на нас. Пока, хожу, пока. Да, Аленик, пока. Далось ли бешик, далось ли, вот так, пока, Аленик. Или злигать, целый. Конь, хайва, гиса, Аишка, пока, мамина. Пока. Давай. Лишний отход. Мяш лилт. Мяш голд. Вот что бывает после того, как уехали мои дети. Бардак теперь убирать, конечно, мне. И сегодня у меня вон лекарства лежат. Ибрагим заболел, кашляет. Я так перепугалась. Народными средствами 2-3 дня не помогло. Отправила сегодня его к врачу. Ну, сказали, ничего, просто простуда. Ну, не простуда, жесткое дыхание. Назначили кое-какие лекарства, витамины. Ну, и антибиотик тоже пришлось подключить. Так что мой админ заболел, будем его лечить. Ну все, друзья, сегодняшний влог я свой закончу. Админ тут стоит, супится. Давайте я покажу админу, давай. Ты сейчас здесь бардак будешь убирать. Ну все. Подписчикам. Вернее, нашим подписчикам. Ладно, друзья, на этой ноте я закончу.
Надо, как видите, убираться. Надо быстро все здесь убрать и заниматься своими делами. Всем мира, добра и благоденствия. Ну вот как-то так у нас сегодня.